Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпку на такую тему. Его окончательное решение относительно вас и ваших отношений. Если тема вам интересна, посмотрите, пожалуйста, на песочек, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, какое окончательное решение ты принял. Надеюсь, вы все настроились, все загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так, мои хорошие, окончательное решение. Вы знаете, он принял решение, да, острое какое-то, категоричное решение, но тут вмешается судьба. Ладно, давайте по порядочку пойдем, да, все вам расскажу, все вам объясню. Сейчас в отношениях ситуация такая, значит, женщина старается, женщина пытается, идет на уступки, всячески там мужчину подбадривает, руку ему подает, да, ты ошибся, ой, бедненький, упал, да, я тебя тут почищу, отряхну, попу поглажу, да, чтобы шишечка не возникла. То есть женщина вкладывается, женщина работает, женщина умничка. А мужчина здесь такой, видите, вольный стрелок, да, шалтай-болтай, слишком веселый, слишком активный и такой, знаете, вот в настроении прожигать свою жизнь. Ходить, развлекаться, и то хочу, и это хочу, и на экзотику тянет, да, вот у него такая каша в голове, да, слишком большой диапазон интересов. А мужчина как бы либо не сформировался еще, вот как истина, да, положено, либо мужчина в том возрасте, когда, как принято его называть в психологии, сейчас прям скажу, вылетело, да, кризис среднего возраста, вот. Может быть, в этом он состоянии находится. Хочется всего и сразу, не хочется там, например, стареть, не хочется, может быть, отказываться от каких-то вещей, которые, ну, скажем так, доступны молодым людям, да, либо свободным людям. Вот что-то на него нашло, какая-то дурь у него в голове поселилась, под какой-то луной он сейчас проживает. Откуда эта луна? Ну, тут много может быть вариантов, начиная от, в принципе, своей нестабильной психики, заканчивая какими-то друзьями веселыми, бесшабашными, которые его на это подталкивают. Вот как-то так, девчонки. Что он решил? Ну, решил немножечко взять паузу. Решил, что хватит вам тут бороться, делиться. Хочется ему на свободу, хочется ему на просторы. Решил он пока немножечко от вас отойти и посмотреть мир, себя показать, как говорится. Но, девочки, с его стороны, посмотрите, сколько острых моментов идет. Вот первый же его шаг на эту свободу, сразу грабли в лоб полетят, сразу же, моментально. Первый же шаг, первая же ошибка, первый же выстрел. Тут мужчину серьезно возьмут высшие силы под свой контроль. Тут на него навалится все и сразу. Каждый его шаг, каждый его там поступок будет фатальный. То есть он просто, знаете, как в окружении огня окажется. Да? Куда ни ступи, везде больно, везде горячо. Вот. Почему так происходит? Ну, во-первых, ему бумеранг. Бумеранг за вас, за то, что нельзя так поступать с любящим сердцем. Нельзя обижать ту женщину, которую тебе послали как спасительницу, как дар. Как же так? Тебе дают дар, говорят, на, вот, ты не заслужил, но мы тебе все равно даем. А он такой, да, ну, типа, ну ничего, пусть полежит там, поваляется. До лучших времен, да? Будет лучшее время, я подумаю. Значит, у мужчины вашего большие неприятности на горизонте. Вот как хотите. Он туда пойдет, он там и упадет, и подскользнется, и шишек себе набьет. Что он там с ним только не произойдет. Значит, там страшно, что ждет его впереди. Но, девочки, что произойдет? Это испытание
испытание длиной, скажем, в месяц-два, ему не просто так вышло, да. Он туда пойдет, он поймет, как там плохо, он поймет, как страшно жить, бедняжке, да. У него произойдет переосмысление. Его, знаете, вот такое впечатление, как помещают в какую-то просто жутчайшую экстра, да, либо экспресс трансформацию, где ему нужно будет экстерном пройти все вот эти вот уроки, осознать все свои ошибки и, конечно же, еще и домашнюю работу сделать. Здесь жутко ему будет, он сам себя пугаться будет, пугаться своих мыслей, пугаться своих решений. Очень много тут ему, конечно, навалится, но так ему, девочки, и надо. Жалеть его не надо, помогать ему не надо. Пусть все на своей шкуре почувствует, пусть все испытает. Ведь он-то вас испытывал, да, ведь он-то с вами так поступал неприятно, ну, знаете, как-то вот прям даже с каким-то подвохом, да. Пусть теперь сам все это испытает. Да, ему хуже будет, да, у него психика более, скажем, такая нежненькая, но ему это будет полезно. Девочки, то решение, которое он принял, это сумасбродное решение. Это как, знаете, как разбежаться и прыгнуть со скалы. Вот кто моего возраста, наверное, помнит, да, была такая группа «Король и Шут», и одно время была популярна эта музыка. Я как фанат, если кому-то нравилось, напишите, будет очень приятно. Вот, и он так себя ведет, но... Девчонки, все поменяется, причем в один момент. Как он принял решение разойтись, так он сразу же поменяет свое решение и к вам побежит, в припрыжку побежит, на задних лапках побежит. А если не сможет бежать, будет, девочки, ползти будет, подгребать будет, да? Но доползет до вас, мои хорошие. А вижу, что вы растите, а вижу, что вы его ждете, а вижу, что все у вас будет хорошо. Тут, кстати, у кого-то отыграются люди. Люди это могут быть соперницы. Это могут быть те самые дружки его, развеселые. Может быть, будут говорить: да зачем тебе, да куда ты, оставайся, мы там тебе поможем, подскажем. В общем, они его подведут. Здесь у кого-то, кстати, семья может быть в препятствиях. Семья, его семья, да, то есть это может быть мама, папа, родственнички добренькие, да, такие в кавычках, которые... Ну, он, в принципе, и сам им не нужен, да, но как лишние руки не помешают. То есть принеси, подай-ка, да. Поймет он, что теряет все, теряет свою жизнь, теряет себя, никому абсолютно не нужный, забытый, холодный, голодный, ободранный, облезлый, и придет он, девочки, к вам. Моментально поменяет свое мнение, моментально поменяет свое решение. Здесь из такого, знаете, плохого озорного мальчишку превратится просто в паиньку. Панику такой весь будет добренький, будет ходить там за вами, там полиночки сдувать, на ручках вас носить и всячески там перед вами выслуживаться. Девчонки, что хочу сказать. Вы с этим человеком повязаны. Вот хотите верьте, хотите нет. У вас связь очень сильная. Вы друг другу по карме, даже не по судьбе, а по карме. Вы как... учитель и ученик, да, причем вы периодически меняетесь этими местами. Кто-то в позиции ученика, кто-то в позиции учителя, и вот у вас постоянно смена. Ваши отношения кармические тяжелые, потому что испытания, уроки, они никогда не бывают легкими. Вам так просто друг от друга не уйти. Вот как бы сильно вы не хотели разорвать эти отношения, даже, может быть, там разъедетесь по разным полюсам, вы там на северный, он на южный, вас все равно высшие силы намагнитят и друг к другу вернут. Понимаете, в коробочке положат и вышлют почтой. Поэтому здесь какое бы решение ни принял он, какое бы решение ни приняли вы, это просто невозможно. Разбить эти отношения, разойтись раз и навсегда, это невозможно. Вас все равно будут соединять. По воле, против воли, это не важно. Пока вы с этим человеком не пройдете свои кармические уроки, ну, к сожалению, либо к радости, вам не уйти друг от друга. Любовь между вами есть. И любовь, кстати, очень сильная. Может быть, не всегда есть возможность ее увидеть, либо почувствовать, либо даже проявить. Но, тем не менее, она есть. Вот как вы друг друга сердце. Понимаете, как можно половинку сердца вынять, да? Но человек просто без половинки сердца жить не может. Вот и у вас такая ситуация. И у вас к нему, и у него к вам. Слушайте, что бы он тут не надумал, что бы он не планировал,
И это все ни о чем. Кстати, может даже отыграться, что мужчина сегодня в плохом настроении, когда мы делаем отсыпку, и он особо, так знаете, вот настроен на то, чтобы выходить из отношений, чтобы все это там блокировать, рвать и заканчивать. Но ничего у тебя, родной, не получится, никуда ты не денешься. Значит, девочки, я хочу вам сразу, тут вышел вам и совет, и я вам сразу его хочу дать. Значит, как бы сложно вам не приходилось с этим человеком, худшее, что вы можете делать, это вытирать за ним его какахи. Серьезно. Все мы взрослые, да, и вы взрослые, и мужчина взрослый. Поэтому, девочки, каждый сам за себя, но перед лицом каких-то неприятностей объединяйтесь. Вы ему не мама, вы ему не нянька. Это не ваша задача. Вы не должны себя так вести. Вы женщина, и женщина прекрасная. Значит, если вы хотите, чтобы он относился именно так к вам, да, вот ценил, уважал, любил, тогда, девочки, займите свое почетное место, да, на своем вот пьедестале прекрасной дамы, да, императрицы. Об этом помните. Не ходите вы за ним, не унижайтесь перед ним. Вот я вас умоляю. Иначе все ваши... Я вижу, что вы от любви это делаете, от желания быть с ним. Да? Ну а как вы без него? Вы без него вообще как без дыхания. Ну, девчоночки, знайте себе немножечко цену и поймите, чем выше вы себя цените, чем выше вы себя ставите, тем больше этот мужчина за вами будет, скажем так, ходить, убиваться. Потому что когда вы сами своими же руками в его глазах себя обесцениваете, ну, девчонки, а какое уважение может быть, либо какое хорошее отношение? Здесь мужчинка такой, он продуманный и не пальцем деланный, если честно. Да, может быть, он немножечко такой на клоуна похож иногда, как шут себя ведет, но, девочки, тем не менее, вот даже дети, знаете, умеют манипулировать родителями, такими добрыми там мамочками, бабушками, папочками, когда ну, родительница позволяет. Вот, и ваш мужчина, он же, знаете, как считывает? Очень даже хорошо считывает эту ситуацию. Ему мешает вот его вот этот бэкграунд. Что касается вас, ну, вы слишком такая прямолинейная, добродушная, жертвенная. Вот это мешает. Делайте лучше это для своих деток, либо для своих родителей, но не для мужчины. Вы поймите одну такую вещь. Когда вы за ним вот так ходите, да, подтираете, вытираете, вы же его этим тоже как бы немножко унижаете, что вот ты не можешь сам даже для себя сделать. Поэтому приходит мама-жена, которая за тебя это все делает. Девчонки, набегается, тут ему бегать, ну, максимум там месяц-полтора, да, набьет себе кучу шишек и к вам приползет. Серьезно. Вы можете его не пустить, но он тогда будет брать вас измором. Вот чем вы дальше от него, либо чем вы холоднее к нему, тем сильнее любовь в его сердце к вам. Понимаете? Вот такие непростые отношения. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.